Китапларын почтовый отделениелер аша Татарстанда һәм регионнарда сатарга тәкъдим кертик. Председатель Союза журналистов Ильшат Аминов говорит о том, что книги на татарском языке должны стать доступны читателю и в отделениях почты. За 8 месяцев, пока в пандемию не встречались, накопилось много вопросов. Подписка на татарские газеты упала на 15%, не хватает почтальонов, нет почтового сообщения между Казанью и Уфой, а молодые журналисты не торопятся работать по специальности. Мы готовы принять практикантов, готовы их обучать. Проблема в том, что они загружены теорией и не могут пропускать занятия. За это их просто исключат. Редакторы озвучивают и другие проблемы молодых кадров. Узкий кругозор, незнание литературного татарского языка, нежелание учиться новому. Это упущение руководители СМИ готовы брать на себя и предлагают решения. Дети, мыслящие на татарском, они где? В деревне. Нам самим нужно туда выезжать, находить таланты и давать им возможность печататься на своих страницах. Есть и те, кто считает, что можно научить грамотно писать. Только журналистика в большинстве своем призвание. Кругозор, эрудиция, вообще интерес к теме или есть, или этих вещей нет. Месяц назад в республике по указу президента была создана комиссия по сохранению и развитию татарского языка. В общей республиканской стратегии татарские медиа планируют разработать свою программу. Выйти на программный уровень работы. Сейчас мы говорим о том, чтобы собрать пожелания и предложения от именно татароязычных изданий. И на базе этого создать программу развития татароязычных медиа. Работа с татарской аудиторией, используя все современные механизмы и способы работы с аудиторией, включая работу в интернете, включая другие площадки, то есть мультиподход к этой проблеме. Итоги этой большой работы подведут ближе к концу года. Тогда и планируют озвучить первый вариант программы развития татарской журналистики. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.